Слышно меня? Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям. Аллахумма шрах ли садри ва яссир ли амри ва ахлул уқдатам мин лисани яфқаху қавли. Аллахумма аллимна ма янфа'уна ванфa'на бима 'алламтана ва зидна 'ilma. Субханака ла 'ilма лана илля ма 'алламтана иннака антал 'алимул хаким. Сейчас Телеграм включился, Инстаграм включим. Вот Инстаграм тоже включился у нас. Инша Аллах, мы продолжаем наши уроки в Исламском университете Украины онлайн режиме. У нас урок сегодня был «Недуги сердца». Недуги сердца, мы дошли до темы, мы говорили, рассказывали вам, глава 4, страсть. То есть рассказывали вам про страсть. Дошли мы до темы причины возникновения запретной страсти. В первую очередь, страсть веры. Вера – оружие верующего и надежная крепость, защищающая от падения в омут порока. Но когда человек отдаляется от проявления покорности Господу, его вера ослабевает, и он решается ослушаться его. Поэтому один ученый сказал, у богобоязненности 3 признака. Отказ от порицаемой страсти – это признак богобоязненности. Отказ от порицаемой страсти. Страсти бывает дозволенное и запретное. Если недозволенным путем человек исполняет свою страсть, то он попадает в запретность. И тут он сказал, у богобоязненности есть 3 признака. Отказ от порицаемой страсти. Несмотря на возможность удовлетворить ее, совершение благих дел, несмотря на сопротивление души своей и возвращение доверенного владельцам, несмотря на собственную потребность в нем. Хилья, то есть хилят аль-аулия, в книге приводится 3 признака, получается, богобоязненности. Первое, он сказал, отказ от порицаемой страсти. Второе, он сказал, совершение благих дел. Третье, он сказал, возвращение доверенного владельцам. Эти 3 деяния свидетельствуют о том, что в сердце совершающего их есть вера и приверженность религии, потому что такой человек обнаруживает перед собой запретное, но отказывается от него ради Аллаха и принуждает себя к поклонению и покорности, несмотря на сопротивление своей души, и возвращает людям то, что они оставляют ему на хранение, несмотря на то, что сам нуждается в этом. Теперь второе, он сказал, причины возникновения запретной страсти. Опять второе, скверное окружение. То есть бывает человеку, мешает его слабая вера, значит надо ему свою веру поднять. Вера поднимается, бывает отпускается вера. А бывает ему мешает причина возникновения запретной страсти. Первая слабая вера, вторая нужно скверное окружение. Поменять окружение может быть тебе, баракаллаху фикум. Абу Гурейра ради Аллаху анху передает, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, человек становится похожим на своего близкого друга. Так пусть же любой из вас смотрит, кого берет в друзья. Абу Дауд и Тирмизи приводит этот хадис. Скверное окружение. Иногда нужно менять свое окружение. Когда, допустим, стакан воды тут стоит 1 гривня, может быть, ты ее перенесешь, этот стакан воды, на другую местность, скажем, допустим, в аэропорт. В аэропорту бывает она более ценная, эта вода. Тогда там более дороже становится эта вода. Поэтому бывает, человек также бывает, не стоит он или портится он. Поэтому приходится иногда менять окружение. Нужно понимать человеку свою душу. Может быть, на него влияет его окружение. Может, на него или на его семью, или может быть, на его детей, или на его учеников влияет окружение. Приходится менять окружение, баракаллаху фикум, ради того, чтобы избегать от страстей. Скверное окружение.
Абу Хурайра радийаллаху анху передает, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: человек становится похожим на своего близкого друга. Так пусть же любой из вас смотрит, кого берет в друзья. Как в хадисе сказано: «Аль-мар'у аля дини халили фальянзур ахадукум аюхалин». Очень часто человек совершает грехи и ослушивается Аллаха, потому что к этому его подталкивает скверный товарищ. Товарищ, обычно говорит товарищ товарищем, когда в товаре он познакомился, насчет товара познакомился, это товарищ. Хорошо? Этот товарищ ненадежный оказался, потому что он его призывал к плохому. Или призывал он, чтобы он не учился, чтобы он не учил Коран и Сунну, его товарищ призывал, получается. Он стал ему товарищем, но не стал он близким, переживающим другом, чтобы его призывали к одобряемому, а порицали порицаемого. Один 17-летний юноша, рассказывая о том, как он ступил на путь греха и ослушания, сказал: первый раз я посмотрел запретный фильм в гостях у одного из моих друзей. Вот видите, как друзья портят молодежь. Итак, он тут говорит: когда мы сидели в его комнате, он достал этот фильм и включил его. И я посмотрел этот фильм вместе с ним, и с этого все началось. Всевышний Аллах запретил непристойность и мерзость. Он сказал: Аллах не любит, когда злословят слух, если только этого не делает тот, с кем поступили несправедливо. Аллах слышащий, знающий. Сура Ниса, женщины, 148 аят. А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: верующий не очерняет, не проклинает верующий, не делает мерзости и не сквернословит. Хадис Тирмизи. То есть описание верующего, как посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аль-му'мину ла якуну та'ану ва ла ла'анан». Как в этом хадисе, верующий не очерняет, не проклинает. Смотрите, как сегодня очень легко очерняет верующих людей. Очень легко очерняет верующих людей, единобожников, праведных, которые верны в своих договорах. Верующий не очерняет, не проклинает, не делает мерзости и не сквернословит. Теперь третий. Запретный взгляд. И мы говорили о причинах возникновения запретной страсти. Третий запретный взгляд. Взгляд — отравленная стрела из стрел Иблиса. И Всевышний Аллах предостерег верующих от этих стрел. Сказал он в Коране, сура Нур, 30 аяте: скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них. Поистине Аллаху ведомо о том, что они творят. То есть, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, также сказал: первый взгляд — твой взгляд. Второй взгляд является Иблиса. Первый взгляд — это естественный, обычный взгляд, чтобы не спотыкнуться, чтобы не удариться, чтобы не попасть в яму, допустим, нужно смотреть перед собой. Первый взгляд твой. А если второй взгляд, то тогда это Иблиса, шайтана. Поэтому берегите свои взгляды. А эти в Коране также приказано: скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры. И поэтому стало это харамом смотреть на чужих женщин, харам. На лицо женщин смотреть стало харамом. То есть первый взгляд твой, второй Иблиса. И так дальше берегите свои взгляды, женщины и мужчины. Поистине Аллаху ведомо о том, что они творят. И так дальше причины запретной страсти. И мы, разбирая, теперь дошли до четвертого причины возникновения запретной страсти. Четвертым говорится губительный досуг. Излишек свободного времени наводит молодых людей на мысли о запретном и заставляет их воображение работать в этом направлении. Они начинают строить планы, которые позволили бы им претворить эти фантазии в жизнь. Смотрите, излишек свободного времени
наводит молодых людей на мысли о запретном и заставляет их воображение работать в этом направлении, а и начинает строить планы, которые позволили бы им притворить эти фантазии в жизнь. Постепенно мысли об этом становятся все более навязчивыми. Постепенно мысли об этом становятся все более навязчивыми. В результате у них появляются вредные привычки, и они вступают на гибельный путь. Душа человека такова, что если не занять ее благом, то есть благим, она займется скверным. Пророк, саллаллаху салям, разъяснил это. Ибн Аббас, ради Аллаху анху, говорит, его отцом, пусть Аллах будет доволен, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху салям, сказал: два блага люди не ценят должным образом: здоровье и свободное время. Как сегодня молодые люди не понимают, что такое здоровье. Но когда они лишаются своего здоровья, начинают ценить они. Итак, также свободное время. И Аллах спросит об этих двух вещах. Как в хадисе посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, сказано, Аллах спросит за время, Аллах спросит за молодость, Аллах спросит его за здоровье, за знание, и Аллах спросит его за деньги, его имущество. И тут получается, что из 5 вещей, пока Аллах не спросит, судный день он не сдвинется с места, судный день. Представляете? Эти 5 вещей. Нужно отвечать за эти 5 вещей. Излишек свободного времени – великое бедствие. Оно способствует разложению души. И если это время не будет проводиться с пользой и тратиться на благие дела. То есть, если у тебя свободное время, сделай уроки, получай полезное имеется в виду, для этого мира может быть для ахира. Лучше, конечно, для ахира, но также не забывай для этого мира. 5. Беспечное отношение к запретному. Причины запретной страсти. Беспечное отношение к запретному. И как гафля называется, тафрит называют арабы. Легкомысленное отношение к разглядыванию женщин и общению с ними. Легкомысленное. Также женщин касается, которые гуляют туда-сюда. Легкомысленное отношение к разглядыванию женщин или мужчин и общение с ними подталкивает человека к непристойности и мерзости, несмотря на то, что изначально у него не было подобных намерений. У него, может быть, было благое намерение. Важно помнить, что беспечное отношение к незначительному из запретного приводит к тому, что со временем человек начинает относиться также к более серьезному из запретного. Сколько семей со временем горько пожалели о том, что оставляли юношу дома наедине со служанкой. Сколько преступлений они делают после этого. Сколько семей горько пожалели о том, что позволили дочери оставаться наедине с шофером. Бывает, они доверяют свою дочку своему шоферу. Подобные проявления беспечности могут иметь очень серьезные последствия и принести много горя. Подобные проявления оставлять дочерей своих шоферами. Подобные проявления беспечности могут иметь очень серьезные последствия, принести много горя. И это бывает последствия большие из-за халатности, небрежности, не зная, как себя вести, как воспитывать своих детей, как беречь своих детей не знают, потом пожинают свои же плоды. Прошу Аллаха беречь нас от всего плохого. 6 теперь возбудители. Разных видов есть возбудители. К причинам совершения запретных деяний относится и близость к тому, что разжигает в человеке страсть. И именно поэтому шариат предостерег от сидения на дорогах. То есть посланник Аллаха сказал: «Иякум валь джулусу фит таракат». Предостерегаю вас, чтобы вы сидели на дорогах. То есть на дорогах имеется в виду проходящие, там проходят женщины, глазеют, сидят. Итак, шариат почему запретил? Запретил их, потому что не берегут свой взгляд, не берегут свой язык от клеветы на женщин или на мужчин и тому подобные последствия. Из-за этого бывают последствия большие.
А сейчас люди сидят, бывает, в интернете сидят, ненужные, говорят они, противоречащие исламу. И так дальше. Именно поэтому шариат предостерег от сидения на дорогах. Ведь человек вполне может увидеть нечто возбуждающее. Или в интернете, или в телевизоре. Абу Саид аль-Худри, ради Аллаху анху, передает, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: остерегайтесь сидеть на дорогах. Люди сказали: о посланник Аллаха, мы не можем не делать этого. Ведь только там мы можем собраться и побеседовать друг с другом. Тогда посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: если уж вам непременно нужно собираться там, то, по крайней мере, воздавайте дороге должное. Право дороги отдавайте, берегите права дороги. Люди спросили: а что значит воздавать должное дороге? Спросили посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, знающего шариат. Он ответил: это значит потуплять взор, никому не причинять вреда, отвечать на приветствие, побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого. Хадис Бухари, Муслим привел. Посмотрите внимательно. Потуплять взор, первое. Второе. Не причинять вреда. Третье. Отвечать на приветствие. Четвертое. Побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого. Есть такое? Если есть, пожалуйста. Даже в местах, предназначенных для поклонения, шариат предписывает отдалять ряды женщин от рядов мужчин. В шариате говорится, что мужчины, их ряд первый лучший, женщин ряд последний лучший, чтобы не было искушений между ними. Это не ущемление прав мужчин и женщин. Нет, не об этом имеется в виду речь. Чтобы не было фитны, искушений, чтобы не было. Быть может, замужняя женщина, быть может, разрушится их брак, потому что ненужные мужчины глазеют или женщины глазеют. Из этого фитна бывает. Чтобы этого не было, ислам избегает этого всего. Ислам не хочет ссоры в семье. Известно, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, специально оставался на месте после молитвы, удерживая таким образом мужчин, пока мужчины не выходили, пока женщине покинуть место молитвы, чтобы женщины успели выйти первыми. Он поступал так ради того, чтобы уменьшить искушение. К возбудителям страсти относится и музыка, и песни, как сегодня очень пренебрегает этими, как некоторые так называемые имамы, если они и являются. Они побуждают людей к запретному, то есть к музыке, песням, а также пребывание в местах, где вместе находятся представители обоих полов. Например, смещение полов в исламе почему запрещается? Чтобы не было фитна опять. Пребывание в местах, где вместе находятся представители обоих полов, например, в ресторанах, в развлекательных заведениях. Сюда же относятся и призывающие к разврату каналы спутниковые, телевидение или интернет-сайты, а также журналы и непристойные фотографии и иллюстрациями. И это все является запретными, которые побуждают людей к запретному. Что делать, если страсть все-таки пришла? До сих пор мы разбирали, говорили вам о этих пунктах причины возникновения запретной страсти. Теперь было 6 причин. Что делать, если эта страсть все-таки пришла? И если мусульманином овладела страсть любого человека, шейха, алима, у мужчин, у женщин, у любого человека есть страсть. То есть дозволенным путем, если он исполнит, то тогда, альхамдулилля, это ни'ма. А если не было дозволенным путем исполнено, в этом есть грех. Без разницы, кто бы из нас не был. Мы никто не защищенные от грехов. Быть может, из нас кто-то делает маленькие грехи, а кто-то большие грехи делает. Поэтому узнайте, какие грехи являются большими, чтобы оставить эти грехи.
Поэтому узнайте, чтобы не делать больших грехов, что нужно сделать? Узнать грех и оставить его. И также маленькие грехи бывают очищение, омовением, намазами, хаджем, умратом и тому подобным. Итак, дальше, если мусульману овладела страсть, которая приукрашивает ему запретное всеми возможными способами, облегчая ему путь к этому запретному и создавая подходящие условия для его совершения, то как же он должен поступить? Есть 3 правила, соблюдение которых помогает мусульманину успешно выдерживать это испытание и освободиться из сетей запретной страсти. Первое. И спрашивание защиты у Аллаха. Просить нужно у Аллаха защиты от фитны. Как некоторые забывают просить у Аллаха защиты от этой фитны. Вера и спрашивать защиту у Аллаха. Вера в Аллаха и богобоязненность – лучшая защита от запретного. Они удерживают верующего от следования страстям. Вера в Аллаха и богобоязненность. То есть узнал, оставил грех. А если ты не знаешь, как ты его оставишь? Если ты не знаешь, что вера у тебя поднимается, но ты удерживать ее не можешь. Иногда тебе приходится места менять. Как мы сказали, если вода тут 1 гривня, перенесешь ее в другую сторону, может быть, она станет ценнее. Иншаллах. Также твоя душа, может быть, исправится, станет ценнее. Борься сам с собой. Борься против своей души, своего нафса. Она удерживает верующего от следования страстям и спрашивает защиту у Аллаха. Аллахумма а'инни аля дикрика ва шукрика ва хусна ибадатик, как в хадисе посланника саллаллаху алейхи. Юсуф алейхиссалам сказал: упаси Аллах, когда женщина, королева, хотела совратить пророка Юсуфа алейхиссалам. Что он сказал? Упаси Аллах. То есть, ауду билляхи накуна миналь джахилин. Я прибегаю к Аллаху за защитой, чтобы я не был из невежд, которые делают невежество. Харам, запрещенное прелюбодеяние, делают только когда человек попадает в невежество. То есть, попадает он в невежество. Первый грех – смещение полов. Второй грех – уединение. Третий грех – может быть. Зина может быть последствием прелюбодеяния. Поэтому пророк Юсуф, алейхиссалам, сказал: упаси Аллах. И Аллах защитил его и оберег, отведя от него женские козни королевы. Пророк Юсуф был очень красивым. Такие же слова произносят некоторые из тех, кого укроет Аллах в тени трона своего в тот день, судный день, когда не будет иной тени, кроме тени его, кроме тени Аллаха. Абу Хурайра, ради Аллаху, передает, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: 7 укроет Аллах в своей тени, судный день имеется в виду. И среди них он упомянул мужчины, которого соблазняла знатная женщина и красивая женщина. Но он сказал: поистине я боюсь Аллаха. Хадис Бухари, Муслим. И этот человек будет в тени Аллаха в судный день, тогда, когда не будет тени, кроме тени Аллаха. Ибн Хаджир сказал: судя по всему, он действительно произнес эти слова вслух, дабы предостеречь и остановить ее. Хотя, возможно также, что он сказал эти слова в своем сердце. В Фатхуль Бари приводится это. В подобном случае, если сердце и язык единогласны, то это очень важное действие с великими последствиями. Подобные слова «упаси Аллах, поистине я боюсь Аллаха» может произнести в подобной ситуации лишь тот раб, тот служитель Аллаха, который постоянно помнит о том, что Аллах видит его и боится Аллаха в тайне. То есть, когда его не видят люди, так же, как боится его явно. То есть, на людях должен человек также бояться в тайном, как он опасается людей, также он должен в первую очередь опасаться Аллаха. Мусульмане, привыкшие всегда помнить о том, что Аллах наблюдает за ним и видит проявление его имен, в действительности, в котором он живет, сможет выстоять под напором страстей. Мусульманин, привыкший всегда помнить о том, что Аллах наблюдает за ним, видит проявление его, Аллаха, имен, в действительности, в котором он живет, сможет выстоять под напором страстей.
и спасет от их губительного влияния, и в итоге преуспеет и войдет в рай, который будет приближен к тем, кто боялся милостивого в тайне. А рай приблизится к богобоязненным и окажется неподалеку. Вот то, что обещано вам для каждого обращающегося к Аллаху и помнящего грехи и предписания религии, который боялся милостивого, не видя его воочию, и явился с обращающимися сердцем. Суратуль Кахф, приводится это 31-33 аятах. Подразумевается тот, кто боялся милостивого и тогда, когда его не видели люди, когда останешься наедине с запретным, и будет звать к нему душа твоя. Ты взора устыдись его. Себе скажи, кто создал тьму, тот видит в ней меня. Шафии сказал, имам Шафии, когда останешься один, не говори, остался я один. Нет, за тобою наблюдают. Не думай, что Аллах хоть на мгновение отвлечется. Как ни старайся от Аллаха, то есть как ни старайся, от Аллаха ничего не скроешь. Верующий, воспитанный на подобных представлениях и поступающий, согласно им, становится благонравным, и его поведение достойным. Он богобоязнен, и страсти не способны одерживать над ним верх, и душа, побуждающая к дурному, не способна повлиять на него. Как только запретная страсть пытается проникнуть в его сердце, он тут же восклицает: «Поистине я боюсь Аллаха, упаси Аллах». А когда шайтан начинает нарушать его, он говорит: «Ты не имеешь власти надо мной». Этому шайтану он говорит. Когда скверные товарищи начинают приукрашивать для него разврат и порицаемые деяния, он заставляет их замолчать, говоря: «Я не желаю поступать подобно невеждам». Лишь, смотрите, как нужно сказать, «Ауду билля накуна аль джахилин», как мы сказали, «Я не желаю поступать подобно невеждам». Лишь от такого человека сегодня можно ожидать, что слова «побойся Аллаха» удержит его от запрещенного, если оно приблизится к нему. Задумайтесь о положении человека, который был одним из троих спасенных Аллахом из пещеры, выходя из которой завалил огромный камень. Аллах спас их благодаря тем благим делам, которые совершил каждый из них из этих трех. Хадис длинный, конечно. Другой сказал: «О Аллах, поистине была у меня двоюродная сестра, которую я любил больше людей». В исламе разрешается жениться на двоюродной сестре, но лучше жениться подальше. Это не значит, что лучше жениться на двоюродной сестре. Двоюродная сестра, жениться в исламе не харам, но лучше не жениться, баракаллаху фикум. Но она противилась мне, то есть он ее, как говорится, любил и желал у нее, но она противилась мне. Однажды он хотел харамным путем, однажды выдался засушливый год. Тогда она пришла ко мне, а я дал ей 120 динаров, золотых монет, 120 динаров, чтобы она позволила мне распоряжаться собой. И она пошла на это. Когда же я получил возможность овладеть ею, она сказала: «Побойся Аллаха и не ломай эту печать, иначе как по праву». Ее отец, как говорится в другом версии, болен был, нужда была у нее, но это запрещается все равно. И тогда я покинул ее, несмотря на то, что она сказала: «Побойся Аллаха». «Побойся Аллаха», она сказала, «и не ломай эту печать, иначе как по праву». И тогда я покинул ее, несмотря на то, что любил ее больше всех, оставив у нее то золото, 120 динаров, которое я ей дал. «О Аллах, если я сделал это, стремясь к лику Твоему, то избавь нас от такого положения, в котором мы оказались, закрывшись камень пещере». И после этого камень опять сдвинулся с места. Хадис Бухари. Подумайте о положении этого раба Аллаха. Он настолько приблизился к запретному и приблизился к девушке, которую любил, так как приближается мужчина к своей жене. И ничто не мешало ему совершить то, чего он желал.
Однако, услышав ее слова «побойся Аллаха», он встал и оставил ее в покое, несмотря на то, что любил ее больше всех людей на свете. Это искренняя вера во Всевышнего Аллаха, когда ему напомнили об Аллахе, которая рождает в сердце своего обладателя богобоязненность и заставляет его постоянно помнить о том, что Аллах видит его и в одиночестве, и в присутствии других людей. Тут нам нужно его закончить, эту тему. Чуть длиннее становится сегодня урок. Второе, потупление взора. Всевышний Аллах сказал: Он знает о предательском взгляде и о том, что скрывает в груди. Сура, прощающий, 19 аяте говорится. Ибн Аббас, ради Аллаху анхума, сказал: имеется в виду тот случай, когда человек входит в дом каким-нибудь людям, среди которых есть красивая женщина или жена, или же мимо них проходит красивая женщина, и когда они отвлекутся и смотрят на нее, а когда они снова поворачиваются, он отводит глаза. Но когда они опять отвлекаются, он снова смотрит на нее. А когда они повернутся, отводит глаз, то есть взгляд. Тафсир Ибн Касир приводится. Суфьян сказал: речь идет о человеке, который сидит вместе с людьми и посматривает на женщину, которая проходит мимо них. И когда они замечают, что он смотрит на нее, он отводит взгляд, опасаясь их. А когда они отвернутся, снова смотрит. Это и есть предательский взгляд. И то, что скрывается в груди. То есть страсть, которую человек ощущает в себе. В книге Хилли приводится: человек должен помнить о том, что однажды он предстанет перед Господом и будет спрошен обо всем, что делал в земном жизни. Всевышний Аллах сказал: не следуй тому, чего ты не знаешь. Поистине слух, зрение и сердце, все они будут призваны к ответу. Ночное путешествие, 36 аяте говорится в этом сурате. Человек будет спрошен об этом взгляде, отправленной стреле Иблиса. Посланцы страсти называется. Взгляд второй – это отравленная стрела Иблиса, посланец страсти. Поэтому первые шаги к запретному связываются Поэтому первые шаги к запретному связываются последними. В словах Всевышнего: «Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них, поистине Аллаху ведомо о том, что они творят». Всевышний Аллах повелел, это сурату Нури было, 30 аяте. Повелел Всевышний нам отводить взор от того, что Он запретил им, и смотреть только на то, что Он, Аллах, сделал разрешенным для них. И если случится так, что взор верующего случайно упадет на запретное, он должен тотчас же отвести его и не смотреть больше. Почему потопление взора упомянуто прежде оберегании половых органов? Ответ: потому что взор посланец прелюбодеяния и разврата. Ибн Каим сказал: взор – основа всего, что происходит с человеком, потому что взгляд порождает случайную мысль, а случайная мысль порождает утверждающие мысли, а утверждающая мысль порождает страсть, а страсть порождает желание превратить ее в жизнь. Это желание усиливается до тех пор, пока не переходит в стадию решимости, и действие непременно совершается, если только не возникает никаких препятствий. Поэтому и говорят, что терпеть, потупляя взор, легче, чем терпеть боль из-за последствий. Ибн Каим говорит: поэтому и говорят, что терпеть, потупляя взор, легче, чем терпеть боль из-за последствия отказа, потупления взора. И поэтому поэт сказал, оставим слова поэта также, и будем продолжать тут дальше. Тут стихами приводится: недаром говорят, что утверждать, страница у нас 119, недаром говорят, что удержать взор легче, чем потом постоянно сожалеть и печалиться. Джаваб книги Ибн Каима приводится.
Того, кто смотрит на запретное, можно сравнить с человеком, который пьет морскую воду. Смотрит он на запретное, не наслаждается. Пьет он морскую воду, не утоляет он жажду. Поэтому уподобили. Утолит ли он жажду, если он будет пить морскую воду? Нет. Чем больше он пьет, тем сильнее становится его жажда. Также и взгляд. Чем больше человек смотрит на запретное, тем сильнее разгорается в нем страсть. Абу Хурайра, ради Аллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: поистине Аллах предопределил сыну Адама его долю прелюбодеяния, и он не минует ее. Долю прелюбодеяния. Не само прелюбодеяние, а долю. Прелюбодеяние глаза бывает у всех, имеется в виду, у сынов Адама. Когда сказано в хадисе сынов Адама, у большинства людей и бывает. Прелюбодеяние глаза, взор. Прелюбодеяние языка, говорит он, слова. Душа желает и стремится, а половые органы либо подтверждают, либо отрицают. Хадис Бухари Муслима. Достоверный хадис. Поэтому будьте осторожны. Подумайте над этим хадисом, в котором вероломство глаза связывается с непристойными мерзкими деяниями. Задумайтесь же о том, насколько это отвратительно смотреть на запретное. Оно даже названо прелюбодеянием. Вне всяких сомнений. Верующий должен испытывать отвращение к этому. Ибн Джаузи сказал теперь: остерегайся, брат мой, да поможет тебе Аллах, зла, который способен причинить взор. Сколько усердно поклоняющих погубил он, и решительно сколько равнодушных к мирским благам он поколебал. Остерегайся взгляда на запретное, ибо он причина многих бед. В самом начале излечиться нетрудно. Однако, если человек смотрит снова и снова, зло укрепляется и утверждается, а потом вылечить его очень трудно. Зам аль-хава называется. Аль-хава. Заммуль хава. Поистине взгляд, опьяняющая чаша, опьянение, которое она вызывает, любовная страсть. И это опьянение страшнее того, которое приносит с собой вино. Потому что опьяненный вином протрезвеет он, спустя несколько часов. А опьяненный любовной страстью вряд ли протрезвеет он. Поэтому берегите свои глаза. Взор и страсть вводят человека в состояние любовного опьянения. То есть безумная любовь в исламе запрещенная. Ишк называется. Ушак называют арабы. Еще. Ишк – это любовь запретная. Хуб разрешается. Ишк – безумная любовь запрещается. Взор и страсть вводят человека в состояние любовного опьянения. А это очень опасный недуг из числа недугов, постигающих человеческое сердце. Поэтому некоторые не остерегаются, не знают, как нужно знакомиться по исламу. Сначала они влюбляются безумной любовью и идут на любой вид преступлений. Перешагают своих родителей. Родители хотят или не хотят выдать замуж, не смотрят они. Не смотрят они, допустим, родители согласны или нет. Делают разных видов преступлений, ослушиваясь родителей. Ослушиваешь кого? Родителей. В исламе, я говорю, понятие ислама. А это очень опасный недуг из числа недугов, постигающий человеческое сердце. Безумная любовь. Остерегайся же этой стрелы. Потому что даже если рана, нанесенная ею, не убьет тебя, то со временем, когда этих ран станет больше, гибель окажется неминуемой. Гибель чего окажется неминуемой. На этом мы остановимся. Случайный взгляд. Об этом тему у нас случайный взгляд. Мы сказали, это не запрещенное. Второй взгляд, это запрещенное. Первый твой взгляд, это не запрещенное. Об этом будем разбирать, иншаллах. Если у вас есть вопросы, спрашивайте. Баракаллаху фикум.